Республиканские власти решили не продлевать нерабочие дни в Коми после 7 ноября и сняли ряд ограничений на работу бизнеса. Внесены новые изменения в указ главы Республики Коми о введении режима повышенной готовности. С понедельника в регионе введена система QR-кодов при посещении организаций общественного питания, физкультурно-оздоровительных комплексов, досуговых и развлекательных организаций, ночных клубов, баров и дискотек. С 8 ноября до улучшения эпидемиологической обстановки на территории Коми в кинотеатрах, театрах, учреждениях клубного типа, организациях, осуществляющих проведение спортивных мероприятий, допускается стопроцентная заполняемость при условии входа посетителей по QR-кодам, либо при предъявлении свежего отрицательного результата ПЦР-теста. Данные требования не распространяются на детей и подростков до 18 лет. По предложению предпринимателей снято ограничение по времени обслуживания посетителей в организациях общественного питания. При этом столовые, буфеты, бары, закусочные и иные предприятия общественного питания, за исключением обслуживания на вынос и доставки заказов, обязаны работать по QR-кодам. Также только по QR-кодам разрешено пускать посетителей физкультурных комплексов и фитнес-центров, всех досуговых площадок, гостиниц. Гражданам в возрасте 60 лет и старше, не имеющим сертификата вакцинированного, не разрешается покидать места проживания, пребывания, за исключением случаев, когда нужно обратиться за экстренной неотложной медицинской помощью. Вынести мусор, выгулять собаку, но на расстоянии не более 100 метров от места жительства или пройти к ближайшему магазину. Все эти требования введены для того, чтобы обеспечить безопасность здоровья людей в условиях распространения коронавирусной инфекции. Эпидемиологическая ситуация пока сложная. За период нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября в Республике Коми было выявлено около 3500 новых случаев заражения ковидом. 87 жителей региона умерли.